Здравствуйте! В эфире телеканалов «Якутия-24» и НВК «Саха» мы подводим итоги месяца с главой Якутии Айсеном Николаевым. Айсен Сергеевич, здравствуйте! Здравствуйте! В конце июля глава государства Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года. Прокомментируйте этот важный документ для нашей страны. Безусловно, важнейший для страны и будущего нашей России указ подписан нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Он очень четко расставляет, конкретизирует те цели, которые страна должна достичь в течение ближайших 10 лет. Конечно же, есть определенная коррекция, связанная с пандемией коронавируса, с общеэкономическим мировым кризисом. И, соответственно, некоторые цели, которые ранее ставились в более ближнее время, так передвинуты на 30-й год. Вместе с тем появились и новые цели, которые для нас очень важны. В целом я смотрю, что наша республика будет действовать в рамках исполнения указа президента, исходя из той стратегии развития республики, которая у нас принята на период до 1932 года. Цели и задачи в целом практически совпадают по республике Саха-Якутия с теми параметрами, которые поставлены указом президента. Конечно же, главной задачей, поставленной указом президента, и я ее воспринимаю как одну из самых главных задач в нашей республике, это борьба с бедностью, это повышение доходов якутян. Я всегда говорил, что в Якутии люди должны жить богато и счастливо. Соответственно, вот решению этой задачи мы приложим все наши силы. Здесь хочу сказать, что, конечно же, вот экономическое падение, которое сегодня у нас объективно присутствует из-за коронавирусной инфекции, из-за мирового кризиса, мы уверены, что ее последствия мы должны преодолеть до конца 2020 года и уже к концу 2021 года выйти на устойчивый тренд развития, который позволит нам достичь этих задач. Кроме борьбы с бедностью, повышения доходов якутян, одной из главных задач будет являться здоровье человека, повышение человеческого капитала в нашей республике. И с этой точки зрения мы ставим задачу достичь средней продолжительности жизни 79 лет, тогда как в среднем по России указом поставлена задача 78 лет. Я считаю, что это вполне республике по силам. Мы сегодня видим, как снижается смертность. Есть хорошие показатели по как раз снижению смертности от различных заболеваний, от заболеваний сердечно-сосудистой системы, от заболеваний из-за онкологии, других заболеваний. Вместе с тем, к сожалению, и об этом я тоже должен сказать открыто, у нас достаточно высокая смертность от внешних причин, от алкоголизма, от дорожно-транспортных происшествий, от убийств, суицидов. И вот с этими, конечно, негативными сторонами нашей жизни надо нам всем бороться. Отрадно, что в республике, несмотря на определенную либерализацию по той же продаже алкоголя, которая у нас за последний год прошла, мы видим устойчивое сокращение потребления со стороны населения алкогольных напитков, в том числе и пива, и водки, и различных вин. Это говорит о том, что на самом деле люди уже осознанно выбирают здоровый образ жизни. Я всегда говорил, что профилактика, пропаганда здорового образа жизни – это самая лучшая борьба против, например, алкоголизма. Так и итоги, например, первого полугодия очень четко об этом говорят. Далее я бы, конечно же, хотел сказать и о среде жизни якутян. Это тоже отдельно выделено в указе президента страны. Для всей нашей страны это не только строительство нового жилья. Мы здесь должны выйти на параметры 1 метр на человека. В год должно строиться нового жилья. Так? Это очень амбициозная, непростая задача, это задача на уровне лучших мировых стандартов. Мы, кстати говоря, в городе Якутске в свое время, в 2016-2017 году ее достигали, когда в Якутске вводился 1 квадратный метр на одного человека, живущего здесь в Якутске. Очень непростая задача. В масштабах всей республики мы должны сейчас строить 970 тысяч квадратных метров жилья в год. Вместе с тем я уверен, что мы этой задачи добьемся.
Мы должны расселить вот свыше 1 миллиона квадратных метров аварийного жилья. Ну и, конечно, мы должны обеспечить абсолютно новое качество среды обитания человека. Не только в городах, но и в малых наших поселках, в селах. Тоже совсем непростая задача, казалось бы, ну, где комфортная городская среда и где наши деревни. Да? Но на самом деле я вот сегодня могу сказать, что сегодня в наших вот районных центрах, малых городах этому придается очень большое внимание, и люди сами хотят преображения. Я вот недавно был в Бердигестяхе в Горном районе, так, и видел, как буквально вот, ну, возник прекрасный сквер мир, который примыкает к площади Победы Бердигестяха, так, и, во-первых, они и площадь Победы украсили, там появился танк Т-34, построенный местными умельцами, вот, замечательные энтузиасты своего дела, вот, его построили, поставили так, ну и появился замечательный сквер, который, честно скажу, ничуть не уступает лучшим образцам, которые в городе Якутске есть, а в чем-то, может, даже и лучше будет, да, если вот до конца доведут его вот на месте. И уверен, таких скверов у нас в республике будет много. Не только в Бердигестяхе, но и в других городах, поселках, селах такие общественные пространства возникают. И наша задача в ближайшие годы, чтобы все это у нас по всей республике было. Вот мы рассматривали сейчас комплексный план развития поселка Тикси. Я хочу, чтобы мы на примере Тикси сделали такой, знаете, модельный пример развития поселка в Арктике. Тоже непростая задача. Это же не только вот жилье, не только вот та же среда обитания, это и энергоэффективность, это и социальная составляющая, это и занятость, это и туризм, транспортная инфраструктура. Вот это все мы должны в ближайшие годы в Тикси сделать, и уже с следующего года вот начать положительный опыт, который у нас в Тикси, я уверен, появится, транслировать уже на другие арктические поселки. В целом, еще раз хочу сказать, что президент своим указом показал, что он нацелен на четкое развитие нашей страны, на улучшение базовых такие, знаете, ценности жизни для каждого человека. И в первую очередь, конечно, очень четко видна поддержка простого человека, поддержка семей с детьми. И уверен, что претворение в жизнь вот этого указа, да, оно, конечно же, позволит нашей стране преображаться в лучшую сторону еще более быстрыми темпами. Арсений Сергеевич, в начале нашей беседы вы уже не раз упомянули пандемию коронавируса и ее последствия. Вот расскажите, каковы планы по восстановлению экономики нашего региона? Конечно, пандемия нанесла в целом мировой экономике России и нашей республики колоссальный удар. Более того, она и продолжает наносить. Это у нас сейчас в стране, как и на самом деле в малом количестве стран, пандемия пошла на спад. Вот можно Китай вспомнить, можно вот некоторые страны Европы, но везде же в мире она растет, и растет просто колоссальными темпами. США, например. Да, уже свыше 16 миллионов человек заболело, свыше 600 тысяч человек погибло от коронавируса. Так, и каждый день умирают новые люди, заражаются сотни тысяч людей каждый день. Вот. И у нас в республике, на самом деле, конечно же, сказать о том, что коронавирус побежден, тоже, к сожалению, пока нельзя. У нас в день где-то вот в среднем 50-40 человек заболевает. У нас, к сожалению, все равно продолжаются и летальные случаи, так, их у нас свыше 50. География коронавируса тоже растет, к сожалению, так. Вместе с тем, я могу сказать, что на самом деле, конечно, судя по всему, самый тяжелый период мы уже прошли, и дай бог, уже в дальнейшем будет все-таки эта болезнь снижаться. И, конечно, нам сегодня надо все делать для того, чтобы быстрее восстановиться. Знаете, вот порой я читаю в инстаграмах и так далее, что вся республика сидит на карантине, когда вы начнете там людей выпускать и так далее. На самом деле, конечно же, это уже далеко не так. Вот когда коронавирус начинался, когда мы закрывали, скажем так, целые города, жесткие меры ограничения входили, да, тогда у нас десятки тысяч людей по всей республике не работало. Порядка, ну, максимум, наверное, в самые такие максимальные периоды до 50 тысяч человек. Так? Потом эта цифра сокращалась все время. Мы, кстати, с этой точки зрения либерального отношения к бизнесу, вообще к работе в условиях коронавируса, одни из таких самых либеральных регионов страны. Мы запрещали гораздо меньше, чем в других местах. Вот. И я считаю, что это тоже сыграло положительную роль. По заболеваемости мы далеко не первые, мы где-то вот в середине, так. Ну а вот части еще раз того, что мы дали людям возможность работать в период коронавируса, мы одни из лучших. На сегодняшний день у нас под ограничение порядка 10 тысяч человек. Из них подавляющее большинство, 5 тысяч человек, это работники культуры.
Потому что, к сожалению, это тоже надо признать, вот досуговые мероприятия, культурные мероприятия, ну, даже те же театры, кинотеатры, различные зрелищные мероприятия, они, конечно, уже очень такие контактные, и, соответственно, везде их разрешают в самую-самую последнюю очередь. Так, мы, к сожалению, пока до этого еще не пришли. У нас порядка 2000 человек еще находятся под ограничением по спортивным различным тоже учреждениям по всей республике. И порядка 2500 человек, ну, чуть больше, наверное, это предприятия общественного питания, в первую очередь вот наш город Якутск, так, ну и другие крупные города. Мы очень внимательно смотрим за развитием ситуации, и мы надеемся, что уже к концу вот июля месяца, так, в эти дни мы все-таки какие-то определенные послабления сможем сделать в случае, скажем так, не ухудшения ситуации в ближайшее время. Что касается восстановления самой экономики, для нас, конечно, здесь очень важно понять и спрогнозировать развитие нашей промышленности. Так. Здесь, конечно, самый серьезный удар понесла алмазная промышленность. Вообще мировая алмазная промышленность испытала шок, который она никогда не испытывала. Алмазы в мире, ювелирные изделия в мире, да, вот в мае, в июне вообще перестали продаваться от слова вообще практически там. И сегодня мы видим, что не только Алроса, да, но и другие крупнейшие компании, такие как De Beers, массово сокращают производство, останавливают рудники, сокращают производство вот самих сырых алмазов, так, и именно для того, чтобы могли выжить. С этой точки зрения, кстати, Алроса чувствует себя гораздо лучше, чем другие компании. И я очень надеюсь, что до конца года правительство Российской Федерации по поручению президента нашей страны Владимира Владимировича Путина, который среагировал на мое обращение в его адрес с просьбой в таких условиях выкупить часть алмазов, добытых Алросой, в государственное хранилище в Гохран Российской Федерации. Это предложение сейчас поддерживается всеми, и оно будет реализовано, ну, большей частью уже в 2020 году. Это поможет компании пережить нормально 2020 год. Конечно, для бюджета это тоже даст дополнительные средства, и для республиканского и федерального, конечно, не в тех масштабах, которые мы планировали в начале года, но тут, говорится, уже не до жиру, да? Надо все-таки тяжелое время немножко затянуть пояса и выжить. Так? Вместе с тем, мы по бюджету тоже есть у нас не только вот выпадающие доходы от Алроса, например, да, ну, они у нас значительные. Вместе с тем мы видим и дополнительные доходы, в первую очередь от Газпрома. Мы все-таки ожидаем до конца года порядка 8 миллиардов рублей. А также вот, благодаря достаточно квалифицированной работе и правительства нашей республики, поддержке депутатов Государственной Думы, в первую очередь Галины Викентьевны Данчиковой, которая очень много помогла мне в данной работе. И благодаря моим встречам с руководством правительства Российской Федерации, с министром финансов Российской Федерации, нам удалось добиться, что сейчас в рамках распределения 100 миллиардов рублей по всей Российской Федерации между регионами 5 миллиардов практически достались республике Саха-Якутия. Это, конечно, очень такая серьезная помощь со стороны правительства федерального. Так, и это поможет нам каким-то образом компенсировать наши потери доходов, которые должны были поступить от Алроса. Конечно, мы не успокаиваемся, будем и дальше работать, так и с нашими крупнейшими компаниями, ну и, конечно, с правительством Российской Федерации, чтобы помощь нам все-таки была оказана, потому что, к сожалению, денег все равно не хватает. Вот. Но еще раз хочу подчеркнуть, что мы считаем, что уже в конце 2021 года экономика республики выйдет на устойчивые такие показатели роста, которые у нас были запланированы ранее и которые гораздо выше среднероссийских. Вот якутян по-прежнему волнуют вопросы авиаперевозок. Как раз-таки сейчас активно обсуждается создание единой дальневосточной авиакомпании. Вот интересуют рейсы не только по России, но и внутри нашей республики. Вот можете более подробно рассказать о том, какие изменения нас могут ожидать? Знаете, вот эта вся история вокруг Альянса, вокруг единой дальневосточной компании, дискуссия, которая у нас есть в этом вопросе, да, на общефедеральном уровне, она же как раз связана именно с тем, что я, выражая мнение всех дальневосточников, можно сказать, да, не только руководства субъектов, но и простых жителей, отстаиваю как раз позицию, что
транспортная доступность Дальнего Востока обеспечивается не только за счет того, что люди могут из административных центров Дальнего Востока летать в Москву, там, в Сочи, Новосибирск, а тем, как люди из дальних наших поселков, районов могут долетать до самого центра. Ну, не секрет, что у нас, например, с арктических, с колымских тех же районов, да, долететь до Якутска сейчас гораздо дороже, чем отсюда из Якутска долететь до Москвы. Этому есть объективные причины. Все-таки вот очень высокая стоимость топлива, завоза топлива в эти аэропорты, но есть же и субъективные факторы. Почему, например, аэропортовые сборы в наших арктических аэропортах в 10 раз выше, чем в том же Внуково, например, да? Почему лизинг отечественной авиатехники не субсидируется так же, как он должен был субсидироваться с самого начала. И вообще вот идея дальневосточной компании, она единого как юридического лица на весь Дальний Восток, она многих пугает, меня в том числе. И об этом я вот открыто на всю страну сказал, когда мы уже проходили этот опыт, когда вот создается одно большое предприятие, потом оно остается один на один с своими проблемами, и, конечно же, в первую очередь пострадают вот дальние наши внутри республиканские, например, перевозки, которые никогда не будут рентабельными, и за счет снижения количества которых, да, компания будет выживать на, скажем так, среднемагистральных, дальнемагистральных рейсах. Поэтому мы приветствуем решение, что которое принято благодаря Юрию Петровичу Трутневу, о том, что дальневосточные авиакомпании будут субсидироваться. Вот, это очень хорошее решение. Я также приветствую то решение, которое принято о субсидировании как раз отечественной авиатехники, потому что в российском небе должны быть российские самолеты. Это для меня априори. Мы сейчас видим вот в условиях санкций, например, замена одного двигателя на суперджет, просто сейчас очень проблемно. Именно из-за того, что у нас на нашей технике, вот на суперджетах, например, стоят иностранные двигатели. Так, были бы отечественные, проблем бы не было. Вот. Я не говорю, что это специально делается, так, но вот, учитывая характер санкций, который введен против страны, я абсолютно не сомневаюсь, что завтра вообще может быть запрещен там лизинг любых иностранных воздушных судов на территории России. Так тогда на чем мы будем летать? Вот. И, конечно, то, что появляются новые самолеты, повышается качество тех же суперджетов, скоро появится МС-21. Мы надеемся, что в 2022-2023 году появится уже Ил-114, Л-610, модернизируется Л-410, вот эта чебурашка, да, который раньше летал на ближнее расстояние, сейчас уже есть самолеты, которые отсюда из Якутска смогут спокойно долетать до Черского, например. Так, отличные самолеты, мы как раз для полярника будем такие брать. Вот. И вот эти решения я приветствую, как раз по увеличению субсидирования отечественной авиатехники. Вместе с тем многие выступаем против того, что это была единая компания. Это все-таки слишком опасно, тем более для Якутии. Вот когда сравнивать ее с той же Авророй, да, у нас больше самолетов, мы перевозим больше людей, так, у нас более разветвленная система по обслуживанию именно отечественной авиатехники. Так. Почему мы должны к кому-то присоединяться? Так? Если уж хотят, пусть к нам присоединяются. Так. Но я за то, чтобы мы на самом деле все оставались отдельно юридическими лицами в авиакомпании, но при этом образовали определенные альянсы. Вот летает же Аэрофлот, например, в рамках международной своей деятельности в альянсе с крупнейшими мировыми авиакомпаниями. Вот. Есть их несколько международных альянсов, у которых единая сетка продажи билетов, единая сетка каких-то определенных центров авиаобслуживания. Да ради бога, так, это и сократит расходы авиакомпаний, сделает удобным перелеты для пассажиров. Вот. Вместе с тем юридически эти авиакомпании будут не зависеть друг от друга, и от деятельности, например, какой-либо из них они не будут сильно, скажем так, идти вниз в случае возникновения проблем у какой-либо из них. Я думаю, что эта идея все-таки сейчас очень серьезно умами овладела. В Минтрансе тоже эту идею серьезно сейчас обсуждают. На уровне Министерства развития Дальнего Востока, Арктики, на уровне Юрия Петровича я эти все вопросы озвучил. И сейчас решение, которое хотели быстро-быстро принять под дальневосточной авиакомпанией, все-таки оно, слава богу, перенесено на вот такое, знаете, решение чуть попозже, но уже после обсуждения всех за и против.
Вот. При этом вот мы от лица Якутии выступили с предложением, я вот подписал письмо в адрес помощника президента Игоря Евгеньевича Левитина и Юрия Петровича Трутнева, полпреда президента на Дальнем Востоке, с несколькими предложениями. Первое из них – это обнулить сборы в аэропортах Севера, вот, и заменить их субсидией из федерального бюджета. Второе – вот, увеличить субсидии на отечественную авиатехнику. Вот. И третье – сделать единую цену на топливо по всем аэропортам Дальнего Востока. Вот. Ну, не считая, может быть, крупных, таких как вот Якутск, Хабаровск, Владивосток, где это все на коммерческих основах можно делать, на конкурентных, а вот в малых аэропортах сделать единую цену. Причем эта цена должна быть очень минимальной. Ну, скажем, цена Ангарского авиазавода, так, завода, вот, нефтеперерабатывающего завода. И также при еще дополнительном финансировании со стороны федерального бюджета и республиканского бюджета, я считаю, что можно сделать цену перелетов с арктических районов сюда, в город Якутск, в 2 раза дешевле. Вот. Это будет как раз обеспечение реальной транспортной доступности для жителей Якутии, ну и в целом, если мы на Дальнем Востоке это сделаем, для жителей Дальнего Востока. Вот это всеми поддерживается. Я надеюсь, что такие решения все-таки, ну, или близкие к ним, все-таки в конечном итоге федеральное правительство примет. Еще одна тема на повестке – это экологическая безопасность в республике. Вот какая ситуация сейчас складывается с вырубкой лесов в Амгинском районе? Вы знаете, вот здесь вокруг так называемой вырубки лесов в Амгинском районе, да, гораздо больше политики, нежели там реальных дел. Да. В Амгинском районе никто лес рубить не будет именно в тех масштабах, о которых говорилось. Так. Тем более не будут рубить лес в водоохранной зоне, там, прилегающей к водным объектам. Это исключается. Вот, я уже один раз об этом говорил, могу сейчас 2-й раз повторить. Да? Но, к сожалению, там, ну не то, что к сожалению, там осенью выборы, но и обе стороны вот этот фактор экологический, да, пытаются использовать в своих там интересах. На самом деле нельзя такими ценностями вот так играть экологическими. Да? На самом деле природа Амги уникальна, мы ее обязаны сохранять так, вне зависимости от того, кто будет главой Амгинского УС. Поэтому я бы просил там штабы как раз кандидатов, ну, не увлекаться вот этим педалированием этой темы. Есть гораздо более интересные и важные для жителей Амгинского УСа проблемы, которые надо дискутировать и решать, да, о повышении качества жизни именно жителей непосредственно самого района. Вот. Но что касается самой вырубки, да, мы же здесь тоже не должны заходить в другую крайность, это говоря вообще в целом о республике. Если поднять цифры, а я вот достаточно со статистикой, ну, работаю много, так и в силу своего отношения к цифрам, да, естественно, научного образования и в силу, ну, своего склада ума, то мы видим, что в советское время у нас заготавливалось порядка 5,5 миллионов кубометров леса каждый год. Каждый год в Якутии заготавливала 5,5. Сейчас, считая даже вот тот лес, который мы рубим на дрова, тогда, вот по всем, у нас еле-еле набирается 1 миллион. То есть мы в 5 раз сократили вырубку леса. Да? Казалось бы, благое дело, да? Ну вот мы лес не рубим. Да? Но что мы имеем в результате? В результате мы имеем огромное количество перестойного леса, которое мы просто не можем рубить. Ну, в силу того, что, ну, ресурсов нет, никто не рубит лес, он остается стоять. В конечном итоге он засыхает, и в конечном итоге вот у нас огромные пожары. Вот. Как раз именно этот лес становится первой жертвой вот этих страшных пожаров, которые у нас в республике, к сожалению, ну, последние уже многие годы происходят. Это во многом происходит не только из-за человеческого фактора, это в основной в своей массе 95% сухие грозы, и это как раз связано как раз с огромным количеством перестойных лесов. А если бы этот лес вовремя заготавливался бы, в том числе и нашими местными предпринимателями, здесь каким-то образом бы шел на пользу, да, я считаю, что было бы всем обоюдная польза, и в первую очередь нашей природе. Что касается вот этих там алданских и этих иркутских компаний, которые там выиграли, там одна из них, если будет заниматься заготовкой леса, то только в Алданском районе и опять же вне водоохранных зон. Вот. Вторая, я так понимаю, компания, она вообще никаких там телодвижений в части дальнейшей работы здесь на территории республики вообще не проявляет. Ну, я за то, чтобы компании работали здесь у нас, да, но в первую очередь, конечно, здесь я считаю, что
местный бизнес должен проявлять инициативу и вот с с бережным отношением к нашему богатству, к лесу, да, заготавливать его и извлекать из этого прибыль, ну и помогать уже развитию родного района, родной республики. Александр Сергеевич, давайте более подробно поговорим о пожарах в нашей республике. Вот в этом году очень сильно пострадал север. Сказывается и отдаленность районов, и недостаточное развитие малой авиации. И вот как раз-таки хорошая новость пришла недавно, что республики дополнительно выделили почти 500 миллиона рублей на тушение лесных пожаров. Вот какие еще решения вы видите для этой проблемы, для решения этой проблемы? К сожалению, вот у нас и в прошлом, и в этом году стоит аномально жаркая погода на севере. Ну, мы сами были свидетелями, там почти 40 градусов на полюсе холода. Вот, и в прошлом году также было, и в этом году. Ну и в результате этого, конечно же, на северах вот это все сказывается гораздо сильнее, чем нежели здесь у нас в центральной части Якутии. И пожары, которые там происходят, они, опять же, еще раз повторюсь, в подавляющей массе своей, они природные, из-за сухих гроз, самовозгорание происходит, в том числе в некоторых местах. Вот. Ситуация очень непростая. Я хотел бы, пользуясь, поблагодарить еще раз тех людей, которые у нас непосредственно заняты на тушении пожаров. Это и специализированные подразделения МЧС, лесоохраны, лесресурса. Это и те люди, которые сегодня из местного населения мобилизуются и тоже как добровольцы работают на тушении пожаров, спасая свои родные села от огненной стихии. Конечно, очень тяжелый, адски тяжелый труд. Слава богу, мы пока обходимся без потерь. Практически все вот населенные пункты, вокруг которых бушевала стихия, мы отстояли. Но вместе с тем тяжелая ситуация сейчас у нас на северо-востоке. Вот Среднеколымский, Мумские районы, Тампонские, Усьмайские районы. Так, я практически в ежедневном, ежечасном режиме получаю сводку, общаюсь с главами районов, с руководителями наших министерств, МЧС, вот, охраны природы, для того, чтобы принимать оперативные меры для тушения пожаров, перебрасывать дополнительные силы на опасные участки. Еще раз хочу поблагодарить правительство Российской Федерации за вот оказанную помощь. 480 миллионов, которые сейчас нам поступают, это очень нужная, необходимая сумма для этого времени. Сейчас принято также решение федеральным правительством о том, что те, кто тушат пожары, они обеспечиваются бесплатным питанием за счет федерального бюджета. И оба эти вопроса, это как раз те вопросы, которые я озвучивал нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину вот как раз во время видеоконференции, которая у нас была, если не ошибаюсь, в мае месяце, как раз по лесным пожарам. Когда был поднят вопрос, что же нужно регионам, я вот тогда обратился к нему с предложением по изменению методики и по как раз бесплатному питанию для тех, кто тушит пожары. Президент поддержал меня тогда, вот, дал поручение, и благодаря этому сейчас вот эти решения вышли. Вот, я надеюсь, они нам помогут очень серьезно, да, ну и мы надеемся, что все-таки с ситуацией мы справимся, и самое главное, мы сможем защитить вот наши населенные пункты от того напора огненной стихии, который у нас вот последние месяцы наблюдается, особенно вот на севере нашей республики. А что даст изменение расчета методики по тушению пожаров? Что даст республика? Вы знаете, это даст, конечно, дополнительные средства. Вот когда мы смотрим сейчас, да, республика получает сейчас порядка 6 рублей на гектар вот по обслуживанию, ну, в рамках защиты лесов. 6 рублей. Тогда как в среднем по России, если я не ошибаюсь, она порядка 28 рублей. В разы выше. Да, во многих регионах она гораздо еще выше, да, чуть ли не до 100 рублей доходит. Да. Вот, конечно же, при этом самое обидное то, что меньше всего получают вот с этой точки зрения два региона в стране. Да. Это Якутия и Красноярский край. Те регионы, где больше всего леса в стране. Так? И вот как раз президент про это и говорил, что это, ну, это же несправедливо, когда те, у кого больше всего леса, да, получают да, реально получается меньше всего. Так? Нам же все равно надо обслуживать в первую очередь авиационной техникой, так, облеты надо делать, тех же пожарников перебрасывать и так далее, так, дополнительные силы держать, а у нас на 1 гектар всего лишь 6 рублей, а у нас их 3 миллиона. Этих, ну, 3 миллиона квадратных километров нашей территории, так, и из них большая часть это леса. Ну, естественно, конечно, при этом мы очень серьезно теряем
И здесь вот решение президента, оно, конечно, нам очень-очень поможет. Как идет работа в регионе по кормозаготовке? Будет ли выполнен план на 100% и в каких регионах ситуация наиболее сложная? Ну, здесь я скажу, что, конечно же, наиболее такая серьезная у нас ситуация складывается сейчас, тяжелая ситуация в центральных заречных районах. Вот та засушливая погода, которая стояла в июне месяце, она способствовала угнетению роста травы. Травостой у нас не очень хороший. И, конечно же, сейчас понятно, что необходимо будет привлекать и мобильные бригады. Они уже созданы, работают. В первую очередь вдоль низинах, вдоль ручьев. Вот, в такой труднодоступной, скажем так, местности. Ну и, конечно же, мы сейчас стимулируем те районы, в которых сено может быть заготовлено больше, на то, чтобы было заготовлено больше сена для того, чтобы обеспечить выполнение плана. У нас порядка 400 с лишним тысяч тонн должно было быть заготовлено всего кормов. Мы считаем, что по республике будет выполнено порядка 90%. Так? Вот та нехватка, она должна быть закрыта за счет мобильных бригад. Где-то 20 с лишним тысяч, так, за счет мобильной бригады. Ну и где-то 20 с лишним тысяч тонн мы считаем, что районы дополнительно заготовят, и мы сможем такой сделать обмен между районами для того, чтобы ситуацию в целом скоординировать. У нас появился сейчас как раз новый зампред правительства Никифоров Михаил Викторович, который будет курировать сельское хозяйство. Уверен, что он с задачей справится вместе с руководством Минсельхоза, с руководством муниципальных наших улусов. И мы сможем к зиме подготовиться достойно. Тем более в этом году у нас хорошие показатели по поголовью и крупного рогатого скота, и лошадей. Впервые за многие десятилетия мы уже который месяц уже так у нас идет, пусть небольшой нарост. Сейчас в республике идет очень большая работа по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Вот многих якутян интересует, все ли будет сдано в срок. Что касается региональных автодорог, я здесь более чем уверен, что мы с задачей справимся. Более того, видя, как успешно, скажем так, ремонтируются региональные дороги по республике, после моей встречи с Хуснуллиным, вице-премьером правительства Российской Федерации, который курирует этот проект, сейчас в республике выделено дополнительно свыше 240, почти 280 миллионов рублей на то, чтобы как раз решить эти задачи. Так, уверен, что по региональным дорогам никаких вопросов не будет, они уже у нас идут с превышением графика. Что касается городских дорог, здесь ситуация сложнее. Я очень надеюсь, что все-таки то отставание, которое сегодня есть, они нагонят, наверстают. И у нас не повторится ситуация прошлого года, когда асфальт ложили в снег. Так, чем это закончилось, мы сейчас видим по тротуарам и по асфальту на некоторых улицах, которые сейчас город должен, уже должен был поправить. Там тоже есть отставание со стороны подрядчиков. Надеюсь, что тоже в ближайшее время это будет исправлено. Ну и вот то отставание, которое есть по дорогам внутри Якутска, оно будет преодолено. Так? Вместе с теми по городу есть тоже положительные, например, цифры. В частности, по пригородам, где работает Рикавтодор, работы идут с опережением сроков, и мы надеемся, что уже к концу августа многие наши пригороды Якутска, они получат уже новое асфальтовое покрытие на ряде улиц. По крайней мере, я ездил, инспектировал, видно, что все идет, еще раз говорю, с превышением графика, и никаких проблем здесь не будет. В конце учебного года из-за пандемии коронавируса школы перешли на дистанционное обучение. Не повлияло ли это на качество образования в республике? Вы знаете, я уверен, что нет. Во-первых, как показал опыт дистанционного обучения, наша республика одна из лучших в Российской Федерации по переходам на дистанционное образование оказалась. Мы в пятерке лидеров страны, наряду с Москвой, с Татарстаном. Это очень дорого стоит. Серьезные лидеры. Если в среднем по стране всего лишь 20 с лишним процентов учителей, скажем так, умеют преподавать в дистанционном режиме, то у нас в республике эта цифра более 60%.
Это тоже, вот еще раз говорю, очень хороший показатель. Вместе с тем мы, конечно, должны стремиться, чтобы это было 100%. Вот, и чтобы наши дети получали лучше, ну, скажем так, практики дистанционного образования. Поэтому в этой части мы будем и дальше работать, чтобы оно у нас развивалось. И, конечно же, понятно, что даже если мы сейчас перейдем уже в такой режим обучения уже в таком нормальном режиме, очном, как очном, обычно. как обычно, да, то все равно дистанционное образование, оно все равно необходимо. Ну, потому что для детей, например, в сельской местности возможность получать дистанционные уроки от лучших российских, там, даже мировых, может быть, каких-то педагогов, да, это же тоже очень дорогого стоит, и это сейчас уже мы поняли, что это все возможно, стоит только захотеть. Вот. Ну а что касается качества дистанционного образования, то, конечно же, были на самом деле достаточно много этих скептиков. Ну, скептиков у нас вообще в республике хватает, да, по поводу и без повода, которые во всем и вся разбираются. Так, и вот они говорят, что вот у нас сейчас качество очень низкое, поэтому и вот результаты ЕГЭ покажут, что все там плохо и так далее. Так, ну, вот ЕГЭ ребята все сдали, мы видим, что результаты, ну, ничуть не хуже, чем обычно. Вот, по некоторым направлениям даже лучше. У нас вот там 2 физика 100-бальника, да, 21 ребенок экзамен по русскому языку написали на 100 баллов. Тоже замечательно. Вообще, в целом, качество, вот мне окончательные цифры еще не дали, но, по крайней мере, еще раз говорю, резкого падения нет, вообще падения нет. Так, я считаю, что качество, оно достойное, как обычно, да, и считаю, что в дальнейшем, конечно же, мы должны работать над совершенствованием системы образования в целом, да, ну и дистанционное образование в частности. Арсений Сергеевич, недавно вы были в командировке в Горном районе. Расскажите, как там идет подготовка к играм Манчары? Игры Манчары, мы очень надеемся, пройдут в июле следующего года, 21 игры. Подготовка к ним идет очень хорошо. Вот как раз тот сквер о котором я вам говорил, он как раз в рамках подготовки к играм построен. Сейчас строится стадион на месте старого стадиона, так в Бердыгестяхе, строится многофункциональный спортивный зал, строится универсальный спортивный тир с интернатом. Он будет такой, знаете, ну, тоже изюминка, наверное, в будущем, потому что из Горного Улуса вышли многие замечательные спортсмены, прославившие нашу республику, так и стрелки из лука, и стрелки из стрелкового оружия. Вот. Уверен, что строительство данного объекта позволит Горному Улусу в дальнейшем воспитывать достойные кадры для всей республики, даже для страны. Вижу, что строится достаточно большое количество жилья взамен аварийного тоже в районе, ведется асфальтирование дорог, ведется газификация. То есть мы видим, что как раз вот эти игры Манчара, они выполняют роль такого, знаете, локомотива, драйвера развития для в целом не только для Бердыгестяха, да, но и для всего Горного Улуса. Вот так это и задумывалось. Мы же эти игры еще со времен первого президента нашей республики Михаила Ефимовича Николаева проводим именно для того, чтобы дать определенный серьезный импульс развитию той или иной территории. Ну и, конечно же, вот Бердыгестях сейчас благодаря этим играм, конечно же, получает уже, видно, мощнейший импульс, который поддержан населением. Вижу, как люди неподдельно заинтересованы в результатах вот той проводимой работы, сами участвуют в ней активно. И уверен, что мы проведем замечательные игры в следующем году. Главное, чтобы вот всякие пандемии нам не помешали. Арсений Сергеевич, а не сказывается ли на принятии оперативных решений отсутствие председателя правительства? На кого сейчас возложены его функции и когда он будет назначен? Ну вот с того момента, как в начале апреля этого года Владимир Викторович Солодов указом президента был назначен временно исполняющий обязанности губернатора Камчатского края, мы работаем без председателя правительства. Его обязанности исполняет Алексей Зосимович Колодезников, первый зампред правительства. Вы знаете, вот когда был разгар пандемии коронавируса, когда необходимо было всю, скажем так, полноту власти концентрировать уже на моем уровне, я практически ежедневно занимался и коронавирусом, и вопросами, скажем так, спасения наших республиканских предприятий, решением вот вопросов доходной части бюджета, финансирования мероприятий по борьбе с коронавирусом. Председатель правительства, может быть, не имел бы, и не настолько был нужен.
нужен, да, потому что все равно в оперативном режиме я решал лично. Так? Ну, работать пришлось, конечно, больше. Вот. Вместе с тем мы сейчас понимаем, что пандемия уже она там отступает, мы уже выходим на режим обычной работы. Сейчас необходимо решать уже те стратегические задачи, которые перед республикой всегда стояли. Тоже строительство моста, те же вопросы вот, транспортной доступности, вопросы авиации, строительство жилья, строительство социальных объектов, развитие тех или иных инвестиционных проектов на территории республики. Надо уже сейчас ездить по районам, опять же, разбираться в проблемах, которые есть у нас в тех или иных территориях, с людьми, в конце концов, встречаться. Да, это тоже очень важно, потому что мне постоянно пишут жители самых разных районов: приезжайте, вот, посмотрите это, и по хорошим поводам, и по плохим. Вот. Конечно, сейчас уже потребность председателя правительства уже она очень четко прослеживается. Я думаю, что уже в ближайшее время, в ближайшую неделю, я бы даже так сказал, да, решение его председателя правительства Республики Саха-Якутия, человек, который будет исполнять его обязанности уже на постоянной основе, и потом будет мною вноситься на рассмотрение в Государственное собрание Ултуман, это решение будет принято. Айсен Сергеевич, большое спасибо, что нашли время и ответили на наши вопросы. Спасибо. Итоги июля мы подвели с главой Якутии Айсеном Николаевым. Оставайтесь с нами.